Еще задолго до начала миллионного шествия журналисты региональных, федеральных и зарубежных СМИ начали освещать в прямом эфире происходящее в Грозном. Манифест против публикаций карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, стал главной темой дня. Люди собираются здесь с утра в Грозном, уже перекрыты практически все центральные улицы. Я пообщался уже с 5 или 6 верующими, которые проходили здесь рядом, и ни один из них не забыл упомянуть, что в тот день, когда произошел теракт в Париже, когда произошло вот это варварское преступление, когда расстреляли журналистов Шарли Эбдо, они все также сочувствовали. События из столицы Чеченской Республики с самого начала транслировались в прямом эфире на каналах «Россия-24», Life News и других крупных вещателей. Чтобы показать зрителю весь масштаб митинга, в съемках задействовали даже вертолеты. В режиме реального времени происходящее в Чечне смогли увидеть и интернет-пользователи. Многие верующие, живущие за пределами региона и страны, выразили сожаление, что не смогли принять участие в одном из самых крупнейших шествий в мире в поддержку пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это не просто протест против карикатур, а выражение своей любви к посланнику Всевышнего. Этот митинг нельзя рассматривать узконаправленно, как поддержание сущности пророка Мухаммада. Этот митинг – это всеобщий протест против оскорбления чувств верующих. И это оскорбление, оно хуже, чем если бы оскорбили наших родителей. Это хуже оскорбление. Почему? Потому что это наш пророк. Это человек, который своим светом осветил весь мир. Ислам – это религия мира, и они мирным образом, хотя то, что там вот во Франции произошло, расстрел, что это неправильно, что вот нужно было провести таким образом мирным путем, что они против. Она оправдана тем, что действительно были оскорблены чувства верующих людей, и нам, как людям цивилизованным, сегодня никто не дает права оскорблять чувства верующих людей других конфессий. Более миллиона людей вышли сегодня на улицы Грозного. Эта цифра облетела все СМИ. Причем в рядах не только мусульмане, но и представители иных религий. Свое желание присоединиться к мирному маршу и поддержать последователей пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Инстаграм выложили и христиане. Всей душой и сердцем с вами. Я православная, но абсолютно лояльна ко всем религиям, которые существуют. Я понимаю боль мусульман, потому что если бы Иисуса осквернили таким образом, у меня бы тоже была реакция. Мы одна большая многонациональная страна, которая в тяжелый час ненависти Запада, санкции должны держаться все вместе, одним большим и дружным маршем. Не позволим унижать и обижать всех нас. Будем вместе завтра действиями, мыслями с Чечней, мусульманами, Россией. Мусульмане, выражаю вам свое уважение. Я христианка, но у меня много друзей-мусульман, поэтому поддерживаю ваш протест. Душой и сердцем я с вами. Мира всем и добра. Жаль, не смогла приехать. В Москве обязательно вышла с вами. Полностью поддерживаю. Свобода – это не вседозволенность, прежде всего. Вот отсюда все беды. Нельзя касаться самого святого, самого чистого, самого дорогого для верующего человека. Эта акция стала самой массовой по количеству участников манифестации и резонансу, которая вызвала событие. Митинг освещали не только основные федеральные телеканалы, но и иностранные СМИ. Елизавета Чепханова, Даут Куруев. Новости.